Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! По сообщениям источников, бюджетные работники, относящиеся к Министерству образования, это сторожа, котельщики и уборщики, которых обязали работать в праздничные дни, остались без оплаты за сверхурочные работы. Это означает, что работодатели не выплатили денежные средства, положенные гражданам за работу в праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством страны. Более того, обязывать выполнять работу, не соответствующую трудовому договору, работодатель права не имеет. Тем не менее, директора школ, заведующие детских садов заставляют работников убирать дома после стройки или отправляют их на хлопок. Это означает, что работодатели не выплатили денежные средства в двойном размере. Более того, директора школы, заведующие детских садов, злоупотребляют своим служебным положением и заставляют работников выполнять работы, не предусмотренные трудовым договором. Мотивируют они это тем, что в случае отказа убирать дома после стройки или ехать на хлопок, работника уволят, а на его место найдут другого. В Трудовом кодексе четко указана обязанность работодателя оплачивать сверхурочные работы, а также о запрете перевода работника на другую работу. Граждане имеют право подать в суд на работодателя за нарушение их трудовых прав. Жалобы в Министерство образования результатов не принесли. Чиновники объясняют это тем, что у них якобы есть указания сверху, однако предоставить нормативно-правовой акт они не могут. Граждане имеют право подать в суд на недобросовестных работодателей за нарушение их трудовых прав. Учитывая, что Курбангули и Сердар Бердымухамедовы заняты вопросом своей неприкосновенности, заниматься нарушением трудовых прав граждан времени у них нет. Adam yolu, adat yolu, aklına neyme, aklına neyme.